Единая Россия на выборах в Госдуму снова собирается обмануть всю Чувашию. Прямо сейчас на наших глазах разворачивается схема, в которой участвуют правительство республики, партия власти и даже администрация президента. И если у них получится, то уже через несколько недель в Госдуме нас будет представлять человек, который за всю жизнь побывал в Чувашии лишь однажды и который никак не связан с нашим регионом. Кто он такой, как они собираются это сделать и главное, как им можно и нужно помешать. Обо всем расскажу, а вы не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на канал. 20 сентября пройдут выборы в Государственную Думу. Единая Россия хочет удержать за собой большинство. Для этого на выборах по партийным спискам она снова использует паровозы. Суть этой технологии проста. В начале списка ставят популярных людей, которые после голосования отказываются от мандатов. В результате депутатские кресла достанутся никому неизвестным личностям, тем, кто готов нажимать на кнопки, как им скажут сверху. Так было и 5 лет назад. Лидером списка партии власти был Шойгу, Лавров и врач Проценко. И, разумеется, от мандатов все они отказались. Кстати, а где сейчас Шойгу? Так же будет и в этом году. Список вновь возглавил Лавров и мэр Москвы Собянин. Их места достанутся кандидатам из регионов. Чем выше в региональной группе результат Единой России, тем больше единороссов от него попадут в Госдуму. А если партия наберет мало, то и регион будет представлять уже не Единая Россия, а КПРФ или Новые люди. Для агитации в регионах Единой России тоже нужны свои паровозы. В Чувашии список выглядит так. Первый – руководитель правительства Чувашии Сергей Артамонов. Следующий – его зам Владимир Степанов. Ну а третий – человек, о котором вы, скорее всего, ничего не знаете. Это Вячеслав Макаров. Исторические уроки истории, то тогда и кого не учит история, то того она проучивает. У нас что, ЛГБТ это спецназ партии Яблоко? И мы обращаемся, будет еще обращение и к руководителям силовых структур Российской Федерации с требованием выполнить то, что необходимо по общечеловеческим нормам не просто православной морали, а нравственности. Все присели все! Сегодня глава правительства и его зам агитируют: голосуйте за Единую Россию, мы решим ваши проблемы, ведь мы сами работаем в правительстве. Такая вот народная программа НИМЕ. Но после выборов они оба уступят свои места Макарову. В этом и заключается вся схема. Кто он вообще такой? Почему наше правительство устраивает этот балаган и дурит всю Чувашию ради него? Макаров не просто какой-то там проходной единорос. Он уже депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции, один из тех депутатов, которые регулярно выступают с репрессивными инициативами. Помните ни слова по-русски. До работы в Госдуме Макаров возглавлял Заксобрание Санкт-Петербурга и отделение местной Единой России. Там его помнят как коррупционера и фальсификатора выборов, а его методы управления так и называют «Макаровщина». Он, как паук, расставил своих людей во все органы власти, в избирательных комиссиях, в муниципалитетах и администрациях Петроградского района и городской парламент, и даже в счетной палате. Как и полагается депутату-единороссу, у Макарова есть семейный бизнес. Его родственники владеют строительными компаниями, которые плотно сидят на госконтрактах. Бизнес детей взлетел, как только отец стал спикером ЗАГСа. Так дочь получила несколько крупных госконтрактов на строительстве и реконструкции котельных и теплосетей Санкт-Петербурга на общую сумму больше 2 миллиардов рублей. А его сват Владимир Селигей, сослуживец по военной академии, не раз входил в рейтинг миллиардеров Петербурга. Он владеет 6 действующими компаниями в сфере недвижимости. У каждого настоящего единоросса должна быть загородная дача. У Макарова их целых 3. Он объединил несколько деревянных домиков на берегу Финского залива и спрятался за высоким забором. А получил Макаров эту недвижимость от администрации Петербурга, как льготник. В северной столице есть небольшие госдачи, которые предназначены для ветеранов, ликвидаторов Чернобыля, блокадников. Но городские власти решили, что нужнее они единороссу. Сначала Макаров эти дачи арендовал, потом приватизировал и в итоге построил на их месте особняки.
А когда единоросса поймали за руку, он ответил просто гениально. Как только я узнал, что напечатали, я мгновенно за 15 секунд написал и отказался от этого головняка. Если вы посмотрите на эти курятнички, вы увидите, что их никто не арендует, потому что жить там невозможно. Я мало знаю людей, которые, как я, по коммерческим ценам арендовали бы эти домики. Вы эти домики-то видели? Там нет ни горячей, ни холодной воды. Они по колено находятся в болоте. Вот так выглядят курятнички Макарова. Ну а что? После скандала коттеджи переписали на дочь депутата. Вообще оформить бизнес и недвижимость на родственников – излюбленный ход Макарова. В 2017 году он жил в элитной квартире за 100 миллионов рублей. Когда об этом вышло расследование, квартиру быстро переписали на мужа дочери Макарова. В какой-то период петербургский парламент превратился в казарму. Ну, по факту это была казарма. Это Александра Гарможапова, президентка фонда «Свободная Бурятия» и журналистка. Во время активности Вячеслава Макарова в Санкт-Петербурге работала журналисткой в ведущих изданиях города. То есть его, например, племянница Алена Кукушкина, которая была завхозом Заксобрания, доходила до того, что она не разрешала нам опираться на стены, говоря о том, что это, значит, памятник архитектуры, и мы его таким образом испортим. То есть не разрешала сидеть там на полу. Опять же, тоже считала, что мы там что-то испортим. А потом, опять же, очень внимательно следили, чтобы все, кто приходит в Заксобрание, они были с галстуками, в костюмах. То есть был такой введен очень дресс-код жесткий. То есть я помню, что Вячеслав Макаров выгнал из зала заседаний представительницу Смольного за то, что она была в кардигане, а не в пиджаке. И некоторые депутаты уже так к этому относились, ну, кто-то с юмором. И когда Вячеслав Макаров начинал с трибуны орать и что-то требовать, кто-то мог ему выкрикнуть: «Есть товарищ полковник». Вот, собственно, это вот то, из чего состоял Вячеслав Макаров. При этом, опять же, у него не было породы, скажем так. Это я сейчас объясню, что я имею в виду. Например, Вадим Тюльпанов, он на своей шикарной машине подъезжал прямо ко входу в Заксобрание, в Мариинский дворец, выходил спокойно, с достоинством и проходил к своему рабочему месту. У Вячеслава Макарова тоже известно, что была примерно такая машина, но он ее боялся показывать, чтобы люди подумали, что он живет на широкую ногу и не является аскетом. И он ее оставлял за несколько улиц и бежал пешком потом через Исаакиевскую площадь к парламенту, чтобы люди не увидели, на чем он передвигается. Или, опять же, известная история с тем, что у него была квартира, записанная на его свадьбу. Собственно, мать мужа его дочери, Татьяну Селигень. И он, опять же, в эту квартиру, когда ездил, возвращался, собственно, домой, многие журналисты смеялись именно над тем, что он, опять же, оставлял машину далеко от этой квартиры элитной и шел пешком. Меня в данном случае интересует, почему ему казалось, что никто этого не видит. Все это прекрасно видели и знали, что он мухлюет. Добрый день! А не подскажете, а кто это поехал? Скажу. А что, это секрет, что Вячеслав Серафимович? В чем интересно? В чем вас интересно? Я хотел Вячеславу Серафимовичу письмо передать. Можно? Спасибо. Во-первых, нужно вспомнить очень известную, но давнюю историю, связанную с журналистом Сергеем Кагермазовым, который подвергся преследованию со стороны Вячеслава Макарова за свою статью расследования о Вячеславе Макарове, которая называлась «Полковник Редиска». Это расследование было посвящено кандидатской диссертации Вячеслава Макарова, которая называлась «Комсомол военно-учебных заведений в период с 1937 по 1941 год». В этой диссертации, в частности, Вячеслав Макаров рассуждал о том, как в буржуазных армиях религия разлагает армию, и выступал категорически против религиозной составляющей и, в общем-то, очень нелестно отзывался о религии. И, в общем-то, сегодня Вячеслав Макаров у нас активный сторонник продвижения православия и религии. Это вот про его лицемерие. И все знают, что, собственно, преследование Сергея Кагермазова, когда его пытались отправить в армию, когда его вызывали в Следственный комитет, то есть там долгая была история, это было связано именно с тем, что Вячеслав Макаров очень обиделся на то, что ему припомнили, что он максимально непоследовательный. Я не знаю, какое-то там расследование кто проводил.
Еще раз, вот вы посмотрите, вот коллеги, вы журналисты здесь собрались, вы посмотрите, что касается Кигермазова. Отвечу на ваш вопрос. Ну как это так? Быть уклонистом? Как это так топтать морально-нравственные нормы, законы? Человека пытаются призвать на воинскую службу. Он обязан в соответствии с Конституцией России отслужить. Он отказывается и просит ему альтернативную службу. В том числе отдельные наши коллеги в этом принимали участие. Альтернативную. Ну и в целом Вячеслав Макаров был известен своей любовью к крепкому словцу. И я знаю, что начальник его пресс-службы, она тоже попадала в больницу по итогам разбирательства с Вячеславом Макаровым, потому что он вел себя максимально несдержанно. И один из сотрудников пресс-службы, опять же, не буду его называть имя, потому что он не особенно нуждается в публичности, но он ушел из пресс-службы, в которой работал много лет, именно потому что однажды не сдержался и рассмеялся в лицо Вячеславу Макарову, когда он начал кричать, что он для России трудится, во благо России, и что неужели он этого не понимает. И когда он, в общем-то, к нему встал максимально близко, нарушив его, собственно, личное пространство, и начал кричать, что я вот бить себя в грудь и кричать, что я для России тружусь, и я о России думаю, тот просто начал смеяться ему в лицо, не выдержав. И его уволили, в общем-то, спустя какое-то время. Теперь этот псевдопатриот, а на деле просто мошенник и коррупционер, хочет представлять Чувашию. Давайте посмотрим, какие законы Макаров продвигал в Госдуме и с автором каких инициатив он выступил. Это расширение наказания за дискредитацию армии, конфискация имущества за антивоенные высказывания, повышение зарплаты помощникам депутатов Госдумы и цензура книжного рынка, из-за которых с полок магазинов и маркетплейсов исчезли книги Акунина и Быкова. Что еще? Макаров участвовал в ужесточении закона об инагентах, продвигал запрет пропаганды child-free и, конечно, голосовал за самые одиозные инициативы от создания электронного реестра повесток до законов, которые сейчас последовательно уничтожают свободный Рунет. 5 лет назад Макаров из руководства законодательного собрания ушел в Госдуму. И там он говорил абсолютно дикие вещи. Я слово это телебонить употребил много месяцев назад. Вы подумайте, к чему это приведет. И есть молодежь, которая часто выступает с абсолютно экстремистских позиций. Молодежь, которая стремится опять к какой-то революции. Слова должны быть очень мягкие, аргументы должны быть твердые. После такого токсичного политического багажа Макаров оказался не нужен Санкт-Петербургу. Чемодан! Вокзал! Местное ядро отказалось его выдвигать, и Макаров нашел запасной аэродром в Чувашии. 8 августа он посетил республику впервые в жизни. На встречу с ним согнали бюджетников. А как это съели чувашские единороссы? Все просто. Их об этом настоятельно попросили в администрации президента, потому что для нее такой депутат просто необходим. До 20 сентября из каждого утюга в республике будут говорить про то, какая Единая Россия в Чувашии молодец, а бюджетников будут заставлять за них голосовать, причем обязательно электронно. И все это ради того, чтобы протащить коррупционера из Петербурга. Что нужно сделать, чтобы у них это не получилось? 5 лет назад Единая Россия показала по списку в Чебоксарах минимальный результат. Всего 37%. Если мы сможем снизить этот процент до 30%, то Макаров попросту не пройдет в Госдуму. Для этого нужно обязательно пойти на выборы в воскресенье и проголосовать по спискам за любую другую парламентскую партию, например, за КПРФ или Новых людей. Яблоко сняли, поэтому лично я на выборах по федеральный парламент отдам свой голос за КПРФ. Помните, что важно голосовать на участке, а не электронно, так ваш голос сложнее сфальсифицировать. Чувашия — это не запасной аэродром и не поле для политических экспериментов единороссов, которым не нашлось места в других регионах. Если кто-то приезжает сюда исключительно за мандатом, то ответ хочется сформулировать предельно доступно. Катитесь-ка вы колбаской по малой спаской. Согласны? Тогда ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Вместе мы добьемся справедливости. Ого, вы досмотрели видео до самого конца? Спасибо вам за это. За это лето наш телеграм-канал «Сердитая Чувашия» стал самым читаемым каналом среди всех каналов республики. Вместе мы становимся сильнее. Люди на экране — это наши спонсоры. Присоединяйтесь к ним через Patreon. А если вы уже спонсор, спасибо вам огромное. Мы работаем благодаря вам.